Шықәсык инацны ицоз Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра иннажьыз ҳахәрақәа иахьагьы имӷьацт. Ари аибашьраҿы рыԥсадгьыл ахақәиҭтәра рыԥсҭазаара хҭнырҵеит аӡәырҩы. Имаҷым зыбжа аибашьра даҿы инзыжьыз, ахәрақәа зауз, зыԥсы еиқәырхаз. Аибашьраан амедицинатә усзуҩцәа рлагала ахә ашьара уадаҩуп. Урҭ ирылшозгьы ирылымшозгьы ҟарҵеит. Еимга-еимцарак иалагӡаны рҽеидыркылеит аҳақьымцәа. Ахәышәтәырҭақәа рҿы иҿыркааит агоспитальқәа. Гәыԥ-гәыԥла рҽыршеит, иаԥырҵеит еицырзеиԥшыз амедицинатә цхыраара аҟаҵараз аштаб. Уи еиднакылеит аԥышәа змаз аҳақьымцәа. Аханатә ицәырҵыз уадаҩрақәан акадрқәа разымхара. Ахәшәқәа, амаругақәа рыла агоспитальқәа реиқәыршәара хымԥадатәин. Абарҭқәа зегь лассы иӡбатәым. Аибашьра аханатә инаркны аҵыхәанӡа зус ԥсыцқьала иназыгӡаз, тәамҩахә лацәаихьшьк ҟамҵакәа ауаа реиқәырхара уалԥшьаны издыз аҳақьымцәа роуп. Еиҭаҳәашьа амоума аҳақьымцәеи амедицинатә еиҳәшьцәеи иаадырԥшуаз афырхаҵаратәы. Гәыӷрак зызнымхазгьы ахәра ӷәӷәа змаз шаҟаҩгьы ршьапы иқәдыргылази. Иахьагьы урҭ амшқәа рыбла ихгылоуп. Афилософ ду иҳәахьан, аҳақьым зегь раԥхьагьы дуаҩызароуп, дқьиазароуп, дгәыбылҩызароуп ҳәа. Аибашьра илгеижьҭеи аамҭа шцахьоугьы агәалашәарақәа хьаауп, игәырԥшаагоуп. Иахьатәи аҭынч ԥсҭазаара иазынхаз аҭоурыхқәа рацәоуп. Аибашьра аамҭа еиднакылаз, иахьа уажәраанӡагьы еицрымцкәа иааиуа аҳақьымцәа, аԥсеиқәырхаҩцәа рҭоурыхқәа ҳаиҭарзыхынҳәуп. Прошло уже 32 года после победоносной войны с грузинским фашизмом. До сих пор вот это время в наших мыслях, в наших делах, мы это никогда не забывали и не забудем. Медики Абхазии несли неоценимую помощь в победу над грузинским фашизмом. Я, как вот бывший министр здравоохранения и начальник медицинской службы, никогда не забуду о том подвиге, который совершили врачи, медсестры, всех госпиталей, нянечки, весь медицинский персонал, девочки и мальчики из медико-санитарного батальона вот во время войны. Ситуация с здравоохранением перед войной у нас была очень плохая. И в плане медицины, это материально-технической базы, и в плане кадровом и так далее. Но те медики, которые сконцентрировались в Гудаутах, в Новом Афоне, в Творчале, не стали сетовать на то, что ничего нет, того нет, всего нет, и начали оказывать помощь медицинскую нашим раненым ребятам теми силами и теми средствами, которые были в наличии. Ну, это говорит о том, что ни один из тех, кто остался, медиков, не пал духом. Все начали делать, чтобы нашим ребятам помочь. В самом начале все больницы, которые на то время были подотчетны Минздраву Абхазии, были перепрофилированы в госпитали. Таких было 9. Вначале было 2 здесь, на этом фронте западном, и 2 на восточном. Потом и в Гудаутах добавилось, и на восточном фронте добавилось. Всего оказалось у нас 8 госпиталей. Из них 2 резервных. Когда возникла необходимость, мы решили один госпиталь Турывши на 400 коек организовать и Анхуа. Там на 100 или 150 коек. Это были резервные госпитали. Кроме того, значит, были назначены руководители служб, руководители госпиталей. Начальником медицинской службы Гумистинского фронта был назначен Лёва Аргу. Начальником медицинской службы Гагринского направления был назначен Айба Жора. Царство ему небесное, светлая память ему. Творчал, тоже, к сожалению, светлая память ему, Гунба Владимир. Командиром медико-санитарного батальона, который был организован уже в начале войны, назначен Гурам Шоа. Его заместителем, то есть начальником штаба этого медико-санитарного батальона, была Вика Хашик. Начальником передвижного госпиталя был назначен Лёва Ачба. Начальник головного Гудаутского госпиталя был Игорь Цишба. Начальником Творчалского госпиталя был тот же Владимир Гунба. Начальником госпиталя Новоафонского
Сначала он находился в помещении больницы Афонской, а потом по настоянию Лёвы Аргуна он был переведен в монастырь. И правильно сделали. И там он был начальником этого госпиталя. В Гудаутах организовали госпиталь для легко раненых. Там первым начальником госпиталя был Мильман Лев Соломонович. Когда освободили Гагру, организовали тыловой госпиталь. Начальником была тоже, к сожалению, светлая память ей, Валентина Николаевна Чачба. На Восточном фронте я про Творчалский госпиталь уже сказал, Чгерский госпиталь, Даур-Гургулия и Чловский госпиталь. Там один период была Ира Ашуба. В середине войны Ачба Зураб. Ему тоже светлая память. Так что много у нас погибло. И вот эта структура, которая была создана, она сработала. Была предназначена для того, чтобы суметь оказать помощь от передовой до госпиталей. Ну вот я хочу сказать, что на передовой в первую очередь использовалось такое оказание, как самопомощь и взаимопомощь. Но все бойцы, я должен сказать, что они были обеспечены и жгутом, и бинтами, и обезболивающими средствами. Первую медицинскую помощь оказывали девочки из медико-санитарного батальона. Первые же дни, недели, две очень быстро научились приемам оказания первой медицинской помощи. И хочу ответственно заявить, что по их вине ни один раненый не погиб. Это знают мои коллеги-врачи, но я вот это хочу сказать прямо, чтобы знали, что по их вине ни один раненый не погиб. Должен сказать, что из них с медицинским образованием было где-то процентов 25-30. Остальные историки, научные работники, водители, сантехники, не знаю, кто только там не был. Все методы оказания помощи они использовали и вот так вот сделали, чтобы по их вине никто не погиб. Они все получили награды, кто медаль за отвагу, кто орден Леона, кто герой и так далее. Но по моему мнению, они все героини, все абсолютно. Был формирован, аппарат управления медицинской службой. В него входило 9 человек. Первый заместитель начальника медицинской службы Саид Лакоба. Но он, во-первых, по возрасту был нас всех старше и опытнее нас всех. И вот имел авторитет в таких определенных кругах. Все, что касается материально-технического снабжения госпиталей, было на нем. У него был принцип такой. Не могу, не было такого. Нашим ребятам надо, значит, я должен все сделать. Благодаря его и свет был, и это тепло было, отопление было везде, во всех госпиталях. Хотя он очень квалифицированный врач, мог заниматься врачебной деятельностью, но эта работа как раз очень сложная, и он с ней справился. Заместитель по лечебной работе Леня Трапч. Вся лечебная работа была на нем. Снабжение медикаментами, снабжение перевязочным материалом, анальгетиком. И так, в общем, вся вот эта медицинская часть работы была на нем. И он тоже, как говорится, с честью с этим справился. У него все было, как говорится, четко организовано. И даже вплоть до того, что девочки из медико-санитарного батальона, они же тоже нуждались во всех этих препаратах, перевязочном материале в основном. Везде он успевал это снабжать и помогать вот в лечебной работе. Кроме того, он еще занимался доставкой от населения транспорта, которые при необходимости посылались на передовую, чтобы раненых привезти там и так далее, и так далее. Это все было на нем, и он тоже, я хочу сказать, что с честью справился своей обязанностью. Валера Авицба. И здесь у него самый сложный участок практически. Все сложные участки, но этот участок был самый сложный, потому что на нем было оказание помощи медицинской от передовой до госпиталей. Там были и на передовой помощь оказывали, потом эвакопункты были, эвакуационные пункты, куда первоначально могли доставить раненого, чтобы вдруг тяжелое состояние, какую-то помощь оказать, потом везти дальше.
Вот в этом была вся сложность. Кроме того, когда Гагру освободили, реабилитационный центр Владислав Григорьевич принял решение на президиуме парламента, чтобы это помещение передать Минздраву. Вот. И он был назначен директором. Он тогда в течение где-то месяца 3-4 провел такие работы, чтобы уже можно было принимать раненых на реабилитацию. Зураб Миквабия был начальником службы травматологической. В основном боевые ранения, это травматологические. Этот человек день и ночь находился в госпитале. Всякое бывало, и сознание терял. Ни один день он оттуда не ушел. Единственное, что он еще был попозже назначен нашим представителем в Творчале. Он выходец из Творчала, мы этот момент использовали. Шота Зухба, светлая ему память, начальник хирургической службы. Этот человек с первого дня занялся организацией хирургической службы и тоже подготовил так, что потом исправлять ничего и не надо было. Кроме того, он сам отличный хирург, сделал большое количество операций. В том числе он не нейрохирург, но тогда у нас нейрохирурга не было. Он делал несколько нейрохирургических операций. Люда Тарнава, начальник службы обеспечения, светлая память ей. Я должен сказать, она по возрасту была старше всех нас, но она к нам была как старшая сестра наша. Вот за нас, мне вот эти аппараты управления, всегда переживала, вы покушали, вы отдохнули, вы вот так вот с нами всегда. Кроме, основная ее работа, конечно, это обеспечение постельным, нательным бельем там и так далее, организация питания. Участвовала в организации питания селами для раненых ребят. И тоже с честью она это выполнила. Но, к сожалению, вот несколько месяцев назад она ушла из этой жизни, светлая память ей. Вахтанг Вардани, он начальник службы резервных госпиталей. Он один из тех, кто занимался, когда была необходимость, стала необходимость Дурыбского резервного госпиталя. Он привел туда жителей села в помощь и так далее, но всю работу организовывал он. И где-то в течение недели, вот так приблизительно, в течение недели госпиталь на 400 коек был готов со всеми службами, со всем оборудованием. Со все 400 коек это не так легко организовать. Но он сумел это. С первого дня, кто были назначены, кто начал работать, тот и закончил войну. Потому что все были патриоты Родины, все были те, кто знает свою работу, кто душу отдавал свою, чтобы раненым было легче. Хочу, чтобы вот молодое поколение врачей и вообще молодежь нашего населения знала о них, как вот решающее значение имели в победе над грузинским фашизмом. Мы по сегодняшний день дружим. Эта война нас так сплотила. Вот на таком уровне мы и вот по сегодняшний день друг друга не теряем. Хотя уже 32 года прошло, мы и сегодня вместе. Первыми приехали из Кабарды Анзор Гов, травматолог, Руслан Ахметов и Анатолий Матуев. Все они после окончания войны остались здесь, связали свою жизнь с Абхазией. Анатолий Матуев буквально недавно, он как отсюда уехал, светлая ему память, он там на своей родине умер. Анзор Гов, травматолог по специальности, с первых же дней войны он ушел оказывать помощь в такие места. Одно из них это Шубара. Также и Руслан Ахметов, но он большей частью работал в Гудаутском госпитале, он известный военный хирург, но потом отправился, вот когда Зураб Бессонович улетал в Творчал, они вместе улетели, он там тоже поработал, там тоже помог. Большую помощь нам оказали военные медики, которые были расположены в Бомборах. Они приходили, свою работу делали, помогали. Вот там уже были и нейрохирурги, и другие специальности, реабилитологи, были реаниматологи, были. Поработали, уходили, они не оставались. Кроме этого, из России приезжали на 2 месяца, на 3 месяца, потом опять возвращались там и так далее. Тоже большая группа, там человек 10-12, наверное, было. Многих раненых приходилось отправлять
в первую очередь в Москву. Организацией встречи и потом госпитализацией их по клиникам занимался Сергей Васильевич Багапш, светлая ему память. Буквально встречался, буквально по клиникам развозил. Это все он сам делал, хотя у него помощники были. Я постоянно был с ним на связи, или же с его помощником, Бантеев такой был. Вот. И всегда обговаривали, когда я посылаю, когда надо встречать и так далее. Вот все это было организовано вот с его помощью. Это основной он был. Кроме этого, много раненых можно было отправлять в Башкирию, можно было отправлять в Татарстан, принимали там на бесплатной основе. Вот здесь Сочи, Хоста там и так далее, вот везде принимали на бесплатной основе. Но я более так подробно хочу сказать об уфимцах. Я сам с ними был, с заместителем министра здравоохранения Башкирии был на связи, и очень часто приходилось договариваться, когда они могут принять. И почти вот в неделю 2-3 раза приходилось посылать, и они принимали. Население. Как отнеслось население, сложно себе представить. День и ночь. Вот пример приведу. Крови всегда хватало. Почему? Потому что очереди стояли. Набирали столько, сколько надо, и больше. Но иногда бывало так, что нет необходимости, просто вот некуда девать. И когда придешь, скажешь, ребята, а все в основном пожилые люди, женщины, старики, там, совсем молодые дети, там, я имею в виду 15-16 лет, с кого можно было брать. Все, не надо, хватит. И гуау. Как это так? Нам потом понадобится. Сегодня не надо, потом понадобится. Все равно возвращались, приходили. Конечно, потом понадобилось бы. Но приходили, сдавали кровь. В каждом селе организовали такую помощь. По очереди оказывали, то есть готовили питание. И самим тоже, как говорится, наверное, так недостатки было вот это питание для семьи там и так далее. Они готовили эту абхазскую кухню в первую очередь, овощи, фрукты, приносили раненым, кормили раненых. Вот. Но в первую очередь тем, которые, вот, скажем, из Тхорчала попали, там, из Ачимчи, то есть с Восточного фронта. Конечно, и тем всем, но в первую очередь для них. Вот. И вот это они делали на протяжении всей войны. Как им не сказать спасибо? Первое время было тяжело, особенно обезболивающие. Но потом у нас был представитель наш в Москве Лерий Адлиба, он до войны был начальником фармслужбы здесь, вот, в Абхазии. Но мы его отправили в Москву, чтобы он занимался вот этими медикаментами. Вот. И он присылал машинами там и так далее. Было. Потом из Турции целый вот этот пароход пришел с медикаментами для переливания крови, там, в общем, все, что необходимо было. Потом Красный Крест, так, правда, они понемногу давали, но все равно тоже какая-то помощь была. Несколько вот этих кораблей пришло тоже, вот сейчас я подробно всех откуда что не помню, но вот так вот сообща у нас проблем с медикаментами вот где-то с декабря месяца, с января месяца не было. Я никогда не могу забыть, как нам помогал Владислав Григорьевич. Когда Гагру освободили, вот реабилитационный центр организовали, вот Валера Авицба, и был такой гастроэнтеролог Агарба Виктор, он работал до войны в Москве за отделением, но когда началась война, он приехал сюда и здесь вот помогал своим коллегам. И вот они вдвоем пришли и сказали мне, что гастрофиброскоп хорошо было бы иметь, чтобы вот полностью обследовать там и так далее раненых. У меня другого выхода не было, как не пойти к Владиславу Григорьевичу. Слова не сказал человек. Надо? Я говорю, очень надо. А сумма $180 тысяч. На то время эта сумма была большая. Он меня направил в Гагру. Ларри Каргун такой был, тоже светлая ему память, он погиб потом. И он эту сумму дал. И я передал Валерию Авицба, и они привезли. Это одно. Потом у нас с транспортом было очень тяжело. Он мне уже сам меня позвал, и он мне говорит, я даю деньги, пошли
кого-то там и объяснил, куда. 20 тысяч долларов. Леня Трапч собрался и поехал в Ульяновск. И привез 10 машин. 10 машин скорой помощи. Это было как раз за какое-то время перед наступлением сентябрьским. Да. Эти машины потом все были на передовой, вывозили раненых. Но это все с помощью Владислава Григорьевича. Это самое. Многие наши коллеги довоенные уехали отсюда. Я сейчас не хочу об этом говорить. Ни время, ни место. И сюда приехали молодые ребята, которые учились в России, кто на первом курсе, кто на пятом курсе, кто на третьем курсе. Их было человек 10-15, и они в основном находились в Гудаутском госпитале и помогали нашим ребятам. Но не оперировать не все могли тогда, конечно, они еще не готовы к этому были, но ассистировали, помогали. И мне это было очень приятно, потому что кто-то убежал, а кто-то приехал. Вот. И это значимо очень, очень значимо. Как-то пришли молодые ребята, дети, школьники, во главе с теперешним министром культуры Кови Даур. А он тоже ученик тогда был, ну, по-моему, старшего класса, 9 или 10 класса. А я с его отцом дружил, он меня знал. Зашел и говорит, вот мы пришли, их человек 20 было, если не больше, мальчики, девочки, ну, дети все. Хотим вам помочь. Ну, кто-то из наших начал сопротивляться, но я принял решение их оставить. Но они нам очень помогли. И раненым помогали, ухаживали. Потом я как-то додумался до того, что надо их где-то у дверей поставить, чтобы наша вот эта вот бравада, которая там ведет себя не так, как положено, постесняются детей. Действительно сработало. Я хочу сказать, что медики не то, что вот говорят, я сделал все, что могу. Медики сделали все, что надо было. 32 года исполнится, как закончилась война, победоносно закончилась. Я хочу всех своих коллег в первую очередь начать от девочек медико-санитарного батальона, потому что они для меня самые молодые по сегодняшний день, не самые красивые. Вот. Начиная от них и всех медиков, всех вот моих друзей, которые здесь находятся, которые сегодня будут вспоминать те вот тяжелые, суровые дни, всех медиков, всех госпиталей абсолютно, всех медицинских работников, кто внес малейший вклад в победу, с Днем Победы. Я хочу пожелать, чтобы каждый из них дожил хотя бы до 45-летия победы. Всем моим медикам, всем медикам, которые участвовали в этой войне, пожелать побить все рекорды абхазского долголетия. Аибашьратәы акбалашьара даараӡа иуадаҩуп аиаша ҳҳәозар. Изыуадаҩу иоуп убас иҟан аамҭақәак даараӡа ҳахымчымхозгьы ыҟан. Абни ариашашьагьы ҳахақәымшәозгьы ыҟан ирацәаны. Аха ҳахбзиазгьы ыҟан бзиа, убри сара исҳәар сҭахуп, ҳахбзиаз ҳанысҳәоз аибашьраан аӡәгьы дҳадгыланы иҳаимҳәаӡеит. Иҟаҵатәу. Ус иҟан аамҭа, ус ицәгьан. Доусы абџьар змаз иаанкылан дыхцоз абрахь акәын, Аҟәа даауан, Аҟәа абра иалало дҳацәшәаны, раԥхьа инаркны, ус саргьы сыхьт убас. Саб ишәақь аашьҭыхны, сҳақьым схашҭын, иаашьҭыхны абрахь сааит Аҟәа аҷкәынцәа сыманы. Жәохәҩык сыцын, аха абџьарны еиқәшәан, ус иҟан. Абра ҳагостиница Аԥсны ихыҟоу, убра ҳаизеит. Абра ицәаҭа бзиахаат Аршба Вова даҳԥылан ҳазегьы ҳаиҳәон иҟаҵатәу. Аха сҳақьым анырдыр, сҳақьымуп ҳанырдыр, ара иҟоуҵо уара ҳара ҳархәыр ҳгәазҭода, ҳԥызҟода ансеиҳәа, хымш зегь дароуп сара абра сықәҵа сымцаӡеит. Сыҷкәынцәа срыдҵны исҭахымхт аиашазы. Дара зыԥсы ҭоу рацәоуп, срықәшоуп, рыхьча сыхьаат сҳәоит сара аҷкәынцәа исыцны иааз. Сымшьҭ бзиан рызегьы рыԥсқәа аанхеит. Аҷкәынцәа дара ахым иаԥыргеит ара ибзианы, аиаша ҳҳәап. Аха иаанҳамыжьыр амуит Аҟәа. Ааныжьны Гәымсҭа
ҳгыл. Саанырымкылтара ирмуит. Уца госпиталех уара уҭыԥ уоуп, убра аҷкәынцәа нларгалак иулшыҟаҵа сынлеи, иҳацқәаз усҟан убра Гәдоуҭа аус зуаз аҳақьымцәа иқәҵны ицақәаз рацәахеит. Аурым дыҟан, уи дцеит, акырцәа иҟаз цеит. Иаанхаз хҩыԥшьырақәан аҳақьымцәа, ахирургцәа. Ҳазхәыцын, иҟаҳҵараны иҟазеи? Иаҳӡбит убас иааргал зегьы иҳалшалак ирықҳажьуам ҳа, нас бригадала ҳгыл. Оҭаргьы дааит. Дааин Оҭар медицинская служба ҳаурысшәала иҳәозар иҟаӡамызт макьана. Убас ҳҳәит, уара узкыз узамминистрын, уа иаҳӡбып ари штаб ҟаҳҵап. Еизаҳгап аҳақьымцәа, ахирургцәа еизаҳгап. Иахыҵҟьоз зегьы ҳанеиҭахыз ахирургцәа ракәын. Ус даараӡа ирацәаны ахәцәа ааргон. Раԥхьаҵәҟьа ҳара ҳзырхәыцыз аӡӷабцәа роуп. Аӡӷабцәа зынӡа медицина иаламыз, убас иргәаԥхеит рҳәеит, ҳара ҳашьцәа хыҟоу ҳмцар ҟалаӡом, иаҳшәарҵароуп абри оказание первой помощи ҳаиҟоуп иара, первой медицинской помощи. Убри ҳалшәымҵар ҟалаӡом, ҳашьцәа хыҟоу ҳцот ҳа, аӡӷабцәа, қәыԥш-қәыԥшӡа аӡӷабцәа, убас иҳаҳәеит. Акурсқәа ҟаҵатәхеит. Убра сара салагт ирызнакала абри аиҿкаара. Афонс мар амуит, афонс сааит. Нас иҟалеит убас Гәымсҭынтәи афронт верхниа шара иахашьҭоу, нижниа шара иахашьҭоу абригадақәа ҳаргылт. Гурам Шоа нижниа бригадаҿы убра даанҳажьт деиҳабны. Кубахьа дышгәалашәо дсикәхшоуп иара уажәыгьы дыҟоуп. Убарҭ аӡӷабцәа баталионҟа ицеит. Убас рызегьы дырҵатәын абри медицинатәы аган. Издыруаз ыҟан уа аӡӷабцәа, аха изымдыруаз дараӡа ирацәан. Уа рыҷкәынцәа рыцын, исԥасҳәара рыԥҳацәа рыцын, убас иҟалеит аӡӷабцәа срықәшоуп аба. Иахьа уажәраанӡа имааiz ыҟоуп. Иҭахазгьы рацәахеит, аха иҭахаз рыԥсы сакәхшоуп, ирылшаз дараӡа ирацәоуп. Арҭ ртәы мҳәакәан, ҳара ҳҳәар иашаӡам. Сара нас ус исуалан, ивакаслужба ҳаҟоуп, иара абри раԥхьа абри аибашьра анцо, ивакаслужба по этапному оказанию помощи, по этапной эвакуации. Раԥхьа данырхо ауаҩы шок ҳаиҟоуп, шок. Абри шок амхтәуп. Шок намумх дузлагаӡом абри агоспитальаҿынӡа. Убри ҟазҵоз медсанбата иҳамаз ракәын аӡӷабцәа. Насгьы абиԥҵәа злаз минавзрывни ҳаиҟами, убри мобилизациа ашьамцара ауӡомызт. Ашьа аанкылатәын. Аанкылашьа удыруазароуп. Ашьа анызкыло ҳауналагалак, абри зегьы иаҳа ицәоутәуп. Ихьыз аҵкыс иаҳа ицәихылоит. Убригьы еилкааны ираҳәатәын. Убригьы убра даараӡа аус адҳалт. Шьҭа сызҿыз ҳаизесҳәо. Уи аамышьҭахьны сцаны передовой ахашьҭоу убра сҩыхәнаны Гәасҭон ишыҟоу, сгьежьны санаалак, ахәцәа аарымгози, сҩагыланы иԥысҟон, операциа ҳаҳҵон. Зны-зынла убас ҳнеиуан, жәиԥшь-жәохә сааҭ ҳазҭыҵӡомызт. Абри аоперационный аҿынтә ҳазҭыҵны ҳазцомызт. Узлацозеи? Убарҭ зегьы ааныжьны узцаӡом, зегьы ԥумҟақәан, нас ҳбригадақәа раԥхьаӡаҵәҟьа ҳдараӡа ҳмаҷын. Хәҩы бригадақәан иҟаз. Ҩажәа-ҩажәохәбаҩык, хынҩажәа-жәаҩык нааргозгьы ыҟан. Ирызнакала ипҟатәқәоу. Ари зегьы иҳалшомызт, иауӡомызт, аха убри аҿынтә жәиԥшь-жәохә сааҭ ҳанҭымҵуаз ыҟан. Убри ишәасҳәоит сызқәшәаз зны. Ари июньское наступление ҳаиҟан. Владислав Григорьевич ҳара главнокомандующий, убас иарҳәт иара џьоукы, Гәымсҭа канатка ыҟоуп, убра канаткала аҳәцәа хәнаҳгоит ҳәа. Убрантә иҟалоит ҳәа аӡәы иҳәеит нас. Оҭари сареи дааҳаԥхьан иҳәеит, уара шәарҭ ижәдыруазар акәхап, иҳәеит, убра канатка иалаҳдыра ҳаздырӡом, маҳаӡысыз алагаргьы ҳаздырӡомызт. Нас са сцот игәасҭоит сҳәеит. Сыҷкәын усҟан, сыҷкәын иара убра минометныаҿы дыҟан. Ахԥатәи Курсҭан, Москва. Аха дхынҳәны дааит, ара сара сашьцәа хыҟоу, сҩызцәа хыҟоу, сара сымцар ҟалом ҳәа раҳәаны
академический афы ҟаҵаны дааит арахь. Уа дыҟан. Сыҷкәынгьы дызбап сҳәан, сцеит аканадкаҿы игәасҭоит. Аха аканадка ахыҟои, ари ҳара ҳхы ихәноз ишараҿы, ишара верхни ишара ҳаихашьҭоуп. Даара ихароуп. Дсыцуп Гурам Шоуа, Черкез ҳишьҭан Анзор, Черкез. Ӡӷабк дҳадгылт медико-санитарный батальон аҿынтә Пицунски ҳәа. Ҭарбоуп, са исыдырӡом зҭарбаз. Изысҳәо иоуп, схәмаршәа исҳәоит, аха даараӡа идәықәырҵт абзырбзан ақырҭцәа. Ҳрылашәт. Дзот ҳаихыҟоу аҿы ҳнеиаанӡа ҳааигәара иԥжәеит иара. Ҳаршәын снапы ҿнахыз џьысшьеит, аха снапы зкыз аӡӷаб лакәзаарын. Ҳаршәны убри ҳҭанажьт. Убри иҟан Афонски батальон. Убри рҽыҵәаханы итәан. Алашарагьы ԥсит, алашара рыманы ихтәоу, нас иахьчот. Иахьчараҿы ихтәаз асветгьы ԥсит. Асвет ҳаныс, асвет изримыз летучая мышь ҳаиҟоуп, это самое, лампа. От взрывной волны ԥшала иарԥсит. Уаҩ ҳабдаӡом. Ҳабыжьқәак саҳауеит. Саргьы нас абри снапы ҿнах џьысшьан игәасҭазар лоуп. Барбан сан, абас сара уашьҭахь сааиуан. Ибыжәлеи сан, сҭарбоуп. Ау, бҭарбоуп азаауп ҳара иҳазхеисуз. Убас ҳаихәмарҭагьеит. Сыбжьынра ҳаҷкәынцәа уара узҿир сыркит. Ани Афон сырдыруан ибзианы. Уара абас еилыскаароуп канадка ахыҟоу. Унан уа снайпер дгылоуп, уа снайпер шьҭыхгьы ҳаиҭаӡом. Уа узлыбаӡом ҳәа сыркит. Аха сбалымбаауа сҳәеит, слымбаар иасҳәеит сара верховный главнокомандующий иасҳәан иҟасҵеит. Ус исымҳәар ауӡом, абаа, сукәшоуп, сымцар ҟалаӡом, сҳәеит аҷкәынцәа. Џьоук ҳуццоит рҳәеит. Мамоу, касак рԥшаан, касак схарҵеит. Касак схарҵан слыбааит усҟан аказакцәагьы ыҟан рацәаны. Хирургоуп, сҳәеит, абра сааит, игәасҭароуп канадка. Ус уара пластунски узныҟәомагьы мҳәа. Уара Чехословакиагьы сахысхит, сҳәеит, сара уи издыруеит пластунски аныҟәашьагьы ус аумҳәан. Ау, Чехословакиа аниаҳа, имдыруазеи Чехословакиа иҟаз 68 год. Уа сыҟаз аниаҳагьы нас дааиқәтәеит. Нас уцысны уалеиҳәеит. Ҳцеит аха. Уантә абзырбзан акәым идәықәыртәыз ҳагьыҟаӡам, аха ҳнеит абни аканадка халас. Ҳнеит абни цыцны, абни казак цыцны. Аҷкәынцәа убри игылаз, ҽыҵәахны игылақәаз, санырба, уаа, Валера Роубаник, ухи абаақәа рҳәеит. Абас канадка абаалазшәа рбыроуп сҳәеит. Ари убарбан иҳәеит. Аҵлақәа абас ирывсуеит, иҳәеит, канадка уи инбыкәу висячий мост аныҟаз агьыз џьара акы ыҟақәан, аха уажәы канадка трос ыҟоуп, аха уа дунеиха дузҭыгрангьы ҟалаӡом. Иауӡом зынӡа, иаурангьы иҟаӡамызт. Иара уагьы дыкноуҳаргьы даазгоит ҳауалагар уаантә ируӡом. Заурышьҭызма. Иуадаҩын, уи иауӡомызт, иара иамоуз аусақәа. Аха нас уи анеилыскаагьы уажәшьҭа сгәы ҭынчхт, исҳәогьы сымдыруеи. Ҳазҭаҵәҟаз авертолиот акәын иаҳҭахыз. Аха авертолиот уи иаҭахқәоу рацәоуп. Уи аҿынтә иаҳәатәын абри ишамоз. Ҳаибамбеи, уи дызымбеи, дызбеит егьит, умашәа ибит, арахь уаҳцәымшәан ҳаргьы блиндажқәак ҳамоуп, блиндажаҿы ҳаҟоуп, егьи уцәымшәан иҳан, нас игәасҭагьы аҷкәынцәа издырқәаз ракәын дызцыз. Нас ҳнеицәажәан агьин, ҳаидыҵт, нас слеин Владислав Григорий-иԥа иасҳәт абас ишамоз. Авертолиот ҳмоур ҟалаӡом, уаантә аҳәса рацәахоит, уахь ианбықәлалак, вертолиотла акәымзар даҽакала иҟаларангьы иҟаӡам. Аибашьразы аҳақьым изы иаҳа иуадаҩу аламшароуп иуадаҩу. Иулымшар абри ахәы данааргалак, абри дузалымыргар иара еиқәырхара улымшар, убриоуп иаҳа иуадаҩу агьыҟаӡам. Ула дыхгылазаауеит есымша. Иахьа уажәраанӡа ԥхыӡырла абри даҽакала шәымԥхьаӡан, сара инызбыҟоуп, абри сгылоушәа стресны санааԥшуа. Сгәалашәоит даараӡа иаҳцақәаз аҷкәынцәа. Ус иҟоуп урысшәала иуҳәозар, травма несовместимость с жизнью. Аха уи ҳахәаԥшӡамызт, иҳалшоз ала заҟаҩ ҭаагаҩ убри иалҳхи заҟаҩы. Убас ишәасҳәоит абжьы вертолиотла ҳацаны ахәцәаны ааҳгаз, исгәалашәоит ҽнак, акоридор аҿы сахьеисуаз передоперационный блок ҳаҟоуп. Убра дышьҭоуп аносилка дынҵаны ҷкәынак. Ипульс ыҟамызт. Идыханиагьы ыҟаӡамызт. Дышьҭан баша аносилкаҿы. Шәызԥши сҳәан, медсестра слазҵаа, шәызԥши иҟалеи бара, ари
рентген ҳазԥшып. Дангәасҭа ари арентген иалаҳхисит ушьҭа арентген агәӡам иҟоу ара. Ахәра хцо ҳбот. Игәы ишақәшәазгьы ҳбот. Иара усгьы дҭахоит ари арентген ҟалаанӡа, ари проявка ҟалаанӡагьы сиԥхьеит Урыстәылан дыҟан Вадиасов-ҳәа, анестезиолог-реаниматолог. Уара абри реанимациа узизума сҳәан. Сара сцоит операциа ҟасҵоит сҳәеит. Уара анестезиа узыҟаҵома? Дгәеиҭан, уара иуҭаху ҟаҵеиҳәеит, сара даԥсратәы иҟасҵом иҳәеит. Убри садунихаан исгәалашәангьы саҟаӡам. Даашьҭыхны операционный стол длышьҭаҳҵан гинеколог, усҟан помощь нужна же ведь. И вот гинеколог Лиана Ачба. Бара бжьыҵәҟьа бҽыбзжәыроуп сҳәеит. Иуҳәо закәи? Сара уахь иҟасҵо илҳан, аха изымуит. Бҽыбзжәа-бжьыҵәҟьа сҳәеит, ҳцот абри дԥаҳхуеит сҳәеит. Лареи сареи дԥаҳхуеит. Аха лара абри асколог иҟаз, абра иара игәаҿы иҟаз, инаақәх ирызнакала дҟаԥшьӡа дааҟанҵт иара. Аха иҵегьы даҽа етапк ҟаҵатәын. Игәы ԥҟаҳԥаҳхеит, агьи насыԥҟаны, агьины изӡахит уи, аха есть такое понятие, абдоминальная еще операция, убра диафрагма ҵыхтәуп. Аха Вадиасов ус иҳәоит, аба Валерович тацәҟа исылшоз ҟасҵеит, ушьҭа даԥсӡом, уаҵәы аҩбатәи аетап абри диафрагма ҟаҳҵап иҳәеит. Уажәыҵәҟьа сара дызгоит реанимациахь иҳан, даашьҭыхны диманы дцеит. Уаҳа дагьызымбаӡеит иара. Иҟалеит убас реабилитационный ҿы ҩышықәса ушьҭа аибашьра нҵәахьеит. Ҷкәынак дааиуеит иоурагьы уныгьы дааиуеит, агьиуеит, нас направление иманы ҳаицәажәоит, ҳтәоуп. Виписка ангәасҭа избот сара нас ани иҟасҵақәаз. Уара уԥызҟаз дудыруама сҳәан, ҩ-ӡбак сԥиҟеит иҳәеит. Сара уамашәа избит, ҩ-ӡбак уԥиҟеит, агьи сҳәан иасымҳәаӡеит. Опа, ҩ-ӡбак сԥиҟеит агьи. Иҳәеит, агьи сҳәан дцеит нас дахьиазагьыз. Ҩ-сааҭкгьы мҵит, диманы длыбааит. Валера сукшупит, вариал здрази, вара ус иҟан иара дԥаҳҟон, аха нас иныҟәызгоз даҽа џьоук ракәын. Инаҳбоз џьара перевязак анаҳҵогьы иныӷәӷәахалак акәымзар агьыс имиԥазгоз ыҟан уи аамышьҭахь, аоперациа аамышьҭахь ирацәан. Ирацәан аҳақьымцәа уаҳа иныҟәаргон. Убри убас иҟалеит, убригьы даараӡа ибзианы исгәалашәоит. Нас ҳавертолиот анԥыржәа, нырху Ешба, Славик и Герзмауи убрат охранировал. Афон Дейларгой. Афон Дейларгой там на Сахас, Рагис Лыбайт, кто-то юхнет, Афон монастырь часом юхна, убрей пыскать дара. Рюджиги. Апулик Париман, Ахпа, Рылхна, и семена сханахит госпиталях. И сейчас ходишь, как сейчас. Яха генерал-лейтенанту ирачкон гунбо ари ашха ҳаиқәшәит, ашха ныҳәараҿы ҳаиқәшәит, ҳтәоуп нас ҳцәажәоит. Бадра Зураб ипатоуп, Беслан Владимир ипатоуп, агьиуп нас аныҳәара дуун раԥхьа ҳартракәын. Итәоуп иаргьы летчикуп. Сыздырӡом ҳәа издыруа. Ҳцәажәоит нас ҳтәами, сышгәалашәома ҳацазҵаауеит иара, сыздыруам сҳәеит. Сԥызҟаз лоуп иҳәеит. Умашәа изызбозеи ус ыҟан. Нас усацәҳаума сҳәан, мамоу иуҳәозагеит, унапы бзиоуп иҳәеит. Унапы бзиоуп, ирызнакала мчыбжьыкгьы саанымхаӡеит, ирызнакалагьы еиҭасцеит иҳәеит аибашьра, убас сеиҳәоит. Ибасгәалашәоз зегьы сызгәалашәаӡом иашазы. Ампутациақәа ҟаҳамҵар ҟаломызт, ампутациа ҟазҵаз уи нас уи ампутациа иҟаҳҵақәаз урҭ џьоукы-џьоукы сгәалашәоит аиашазы. Ампутациа дараӡа ус урысшәала иуҳәозар неблагодарнейшая операциа, аха ари иԥсы еиқәырханы рхот, аха ауаҩы иорган амухот, уи нас уже протез ҟаҳҵоит, агьиуеит, иашоуп, аха ианакәызаалакгьы ари заахаз инвалидность ирызнакала иоуит. Убри аҿынтә неблагодарны ирҳәоит, это неблагодарная операция, аха дара инеилыркаарлак ирҳәоит, аба уи акәымзар иахьа ужаанӡагьы аҳәсақәа аазгаз ыҟоуп, ахәыҷқәа зауз ыҟоуп, агьи спаса иҭаацәарахеит, иабдухеит, агьи уи ушьҭа аҳәара саҭахы
Ушьҭа иҭоуп ҳауарым ҳәа. Ауаҩы унапаҿы данаанага, уара ианулшаз, инаақәурха, еиҳау ҳамҭа ҟаларангьы иҟаӡам. Дунеи хаанжәгьы имхәыцӡацт, еиҳау ҟамлаӡацт, иҟаларангьы иҟаӡам аҳақьым изы. Аиашазы исыгқәа рацәоуп, исыламшақәаз рацәоуп. Уи сара исхароуп, исхароугьы ыҟоуп. Иара аамҭагьы ихароугьы ыҟоуп. Аӡәы ихароуп сҳәаӡом сара ианакәызаалакгьы, аамҭагьы ихароуп. Аамҭа ианакәызаалакгьы иааиуеит ҟамлаӡыст. Аамҭа иааиуаз сара дсыздырӡом. Дыздыруа ыҟазар ҟалап, аха са дсымбацт. Аамҭа иааицәеит. Аамҭа убас иҟалоит зынла, ари иулшогьы инуланамыршо ыҟоуп. Иаҳҭахын убас, амала исылшаз акоуп абри протезирование, ихсылшаз аахысҳәо сымаҭра сакәӡам сара, ҳара ҳабригада даара иӷәӡаны садҳалт убри апротезирование. Владислав Григорий-иԥа иԥсаҭа бзиа хаат, иара даара дҳацхрааит убасҟан. Протез ҳара Аԥсны иҟаҳҵоит ҳәа адунеи хаанӡәгьы дазхәыцӡомызт. Ари аинститутқәа ракәын иҟазҵалоз, институтқәа. Ҳара аинститут абаҟаз, аҳәынҭқарра иалымшоз рацәахеит аибашьра аамышьҭахь. Шьапамамыз урҭгьы маҷымхеит. Рышьҭра амал аҭахын. Афинансла икәадан ҳаԥсадгьыл. Иҳалшеит раԥхьаӡаҵәҟьа иаҳшьҭит жәохәҩык Москваҟа. Уи даараӡа амал агеит имаҷымкәа. Ҳаазхәыцын, дысԥшааит аӡәы Шәачантә Акимов Иван ҳәа дыԥсит рыцҳаира. Хирург, ортопед, протезқәа ҟаиҵалон Шәача. Сиҳәеит, иҟалозар уа иаҳӡбып ҳаԥсны абри ареабилитационный центраҿы. Иҟаҳҵап отделение. Иаҭахқәоу рацәоуп, ишәылшо иҳәан. Иаҭахқәоу ҳауҳәар иаҳԥшаауа дсҳәеит. Ишәзыԥшаауаз асписак ааҟаиҵан, ҳрылалт, иаҳԥшааит зегьы. Иаҭахқәаз, нас компрессорқәа зегьы уа там технические условия. Иман связь Москвантә иман абарҭ модульқәа ҳаизышьҭоу. Ҳцароуп иҳәеит. Владислав Григорьевич сиҳәеит, абас ушьҭа ҳалагоит аҟаҵара, аха модульқәа ҳҭахуп, модульқәа умак малагаӡом, иҟалозар ҳацхраа. Мап имгӡит, аба уара абри аныҟауҵа, иҟасым зегьы ыҟаӡам ҳәа сеиҳәеит. Инижьи жәохә протез ҟаҳҵеит жәезамзрыла. Ихашәҭоу, иҟаҳҵеит протезқәа аҷкәынцәа рзы. Умашәа ибеит Владислав Григорьевич, уи амал еиқәнархаз имаҷӡамызт. Убас иҳалшеит. Дҳацхрааит даараӡа. Иахьа са сызлагылоу аҷкәынцәа даара аахазароуп, срыкәхшоуп. Ирылшаз маҷӡ даараӡа абыржәы аҳәынҭқар ахада кабинет министров излазбо ала ацхыраара ҟарҵоит ибзианы. Иажәыҵәҟьа ирҭаху абри џьара акрыгхар рҭахӡам, аха шара егьыҟазар ауми, аха ирылшо џьара иагрышьҭ ҳәа сеизбом, абыржәы ҳазҭагылаз аамҭа. Сеизбот азҵаара ҟарҵоит, ирҭаха абни аума, ари аума ҳәа азҵаара аныҟарҵа, ари иахьӡуп дара ргәы иҭацәӡом, ргәы иҭоуп, абри ирылшола иаҿуп. Сеизбот иҭоуп ҳарасҳәо даараӡа. Иҭабуп ҳазрасҳәо иоуп, иахьа иҳагу макьана нас акрыҟақәоуп иашаз, аха дара злаҿу ала ихаҳарҭәаауеит ҳәа сгәы иаанагоит. Шәхамшҭын аибашьра ухашҭыр ҟалаӡом. Ишәхамшҭын изылшаз, иныҟәызгаз убарҭ патула намысла ирызныҟәаат уаҳа акгьы зҭахым. Иҟан етап евакуациа ззырҳәуа, иҟан поликлиникақәа, даҽакы, аха сара госпитальқәа сара исыдын. Галтәи, Тҟәарчалтәи, Гәылрыԥшьтәи, Очамчыра, Аҟәа, Гәдоуҭа госпиталь ус головной ҳзырҳәоз иҟаз Гәдоуҭатәи акәын. Акәын ҳабыра зегь ҳахаҟаз. Убра ҳаҟан, убра ус ҳуан, сара саб иҩны Гәдоуҭа агородаҿ ақалақьаҿ игылоуп. Абольница аҟынтәи уаанӡа хәба-бжьба минуҭ машьынала уцозар. Аибашьра ахьынӡацуаз уахык сзымцеит иҩны, уахык аҩны сан лҿы сыԥхьаратәы иамуӡит. Убас уадаҩран аибашьра ҳарҭ сарҭ госпитальқәа рацәаны исыман уа џьара уаха аусқәа даара иуадаҩхон, ирацәахон, ахәцәа рацәаӡаны инанагон, агьи аҿы уаҩ дыҟаӡамызт, агьи абарҭқәа абас еиԥш иҟан.
ари уаха сыҩныҟа сцапи иҟаларыз зеишь акыр ҟаларыма ҳәа угәыӷны узцуа иҟаӡамызт. Есааҭ уахоуп ҳанышьҭалоз, усгьы ҳҽалахны уаҩҵас ҳашьҭалогьы ҳаҟаӡамызт. Аха ҳхы нықәҵаны диванкаҿы ҳхаҳцәаап ҳәа иаԥшьаҳагаргьы сааҭк аҟара акәын, нас аҵәақәа зегьы рыбжьы гуан, анак ҟалит, арак ҟалит, егьит абас акәын ишааз. Уара абри дгәаҟуеит, абри абас сааҭқәак роуп акәымзар уаҵәында дызнеиӡом ҳәа аӡәы иӡбахә уарҳәар узаагылару? Егьа ацәа угханы уҟазаргьы, уааԥсаны уҟазаргьы, ари аус ҟауҵар акәын. Иҟаҵатәазеи? Ачымазаҩ ҳара даҳзаарышьҭуан. Избан акәзар усҟан аибашьра ԥхьан исҳәан еиԥш агоспитальқәа иҟаз зегьы иреиҳан Гәдоуҭатәи ҳақьым хадацәа, ахирургцәа, атравматологцәа, реаниматологцәа, анестезиологцәа рызегьы уакәын зегьы хыҟаз. Ушьҭа абриаҟара шықәса раамышьҭахь угәалашәан малацәажәозар, абри ауадаҩрақәа угәаламшәар ауамаха изыҟази ҳәа уазгәааны иугәалашәаӡом. Ус иҟан, ус иҳалшеит азы даара имаҷымкәа зыԥсы нҳархаз ахәцәа. Урҭ зусҭадаз, урҭ арԥарцәа ракәымзи, аҿара ракәымзи, дыхәны дааргон Галантәи, Очамчырантәи, Тҟәарчалантәи, Гагрантәи, имаҷӡам. Ҳаԥхьаӡар абриаҟара сызҳәом, абыргцәагьы, аҿаргьы, ҳаз зегьы ҳхак акәын иҭаз, ҳхи ҳгәи ҳазлахәари абри ҳазҭагылоу аамҭа, абри еиӷьхаратәы излаҟаҳҵари ҳәа дасу дахамараз днеир даднакылон. Аӡәы дҳақьымын, аӡәы дхирургын, аӡәы машьынаныҟәцаҩын. Аполиклиникаҿы ус зуаз Гәдоуҭатәи аполиклиника рызегьы ааит ҳара ҳҿы. Ҳшыдшкыл, иҳадҳкылт аиҳараҩык. Уигьы нас уажәы агәбархь ааины аусура изалагомызт, аха аграфикқәа ҟаҳҵеит, ҟарҵеит, издаҳҵаз зегьы убарҭгьы аибашьра иалахәын. Рааԥсара маҷӡам. Тҟәарчал иҟаз урысшала уҳәозар, мамзар ԥсышала аԥхьатәи ацхыраара, первая скорая помощь. Убриаҟара ирылшуаз ҟарҵон, ачымазаҩ иху, мамзар игәаҟуа, ачымазара иаргәаҟуа ауаҩы хәшла гәырқәа рыла Гәдоуҭантәи днанагар аҿынӡа. Аибашьра ианалага, ҳаз зегьы Гәдоуҭа госпиталь аҿы ҳанеиза, ахәцәа рацәахеит, ҳазхомызт, ауаа ахирургцәа аус зуаз уахынлагьы ҽынлагьы хаиӷьашьа иҟамҵаӡакәаны урҭгьы ҳазхаӡомызт, ахәцәа даара ирацәан. Азын аҳәара рзысшьҭит телехәаԥшрала Урыстәыла. Я обращаюсь к вам от имени и по поручению аппарата управления медицинской службы Республики Абхазия. В головном Гудовудском госпитале и во всех других лечебных учреждениях нашей республики мы испытываем недостаток во врачебных кадрах самых различных специальностей. Нам нужны хирурги, нам нужны терапевты, нам нужны фтизиатры, нам нужны педиатры, микропедиатры. Испытываем в них необходимость. Ведь нам надо лечить и ставить на ноги бойцов раненых. Нам надо лечить мирное население. Нам надо лечить детишек, будущих хозяев свободной Абхазии. Абри шықәсык аибашьра. Аибашьра ахәцәа, аибашьраҿы дара аҳақьымцәа, амедсестрацәа, ахирургцәа аҳәсақәа, врачцәа аҳәсақәа. Абарҭ зегьы музыкала, ихсыгхуа сыздыруам, аха рыуаҩшьа аҽаԥсахит. Иубахьоу ракәымкәа иҟалеит. Аҳәсақәа ахацәара рылалеит. Ахацәа схаҵоуп ҳәа зҳәоз, сара сыцхырааҩуп ҳәа ихы иазиҳәо ҿымҭӡа дҟалеит. Ԥхьаҟа медикцәа, врачцәа наҳҭахха, гәымсҭагьы наҳҭаху издаҳкылуаз, ҩымш уцароуп, мчыбжьык уцароуп ҳәа здаҳкылуаз, ажакы мҳәаӡакәа игәырӷьаны ицуан. Абас ҳҟанаҵеит ҳаз зегьы игәыбра еилатәаз Гәдоуҭатәи агоспиталь зегьы иреиҳаз акәын, нас ауадаҩцәа зегьы хнанагоз уакәын, насгьы раԥхьатәи ахәцәа зегьы хнаргоз уакәын.
убри иаҳнарбеит ҳара изакәыз аибашьра. В Ткварчал попал 1 декабря 1992 года. Честно говоря, когда прилетел в Ткварчал, во-первых, вы помните, это год большого, очень большого снега был, вплоть до того, что мы перемещались по городу и по таким траншеям, и снег был выше головы. Ребята ткварчельцы, медики, они молодцы, потому что работы было очень, конечно, много, очень много. Я все время рассказываю, удивило, потом я со многими из этих девочек работал уже после войны в Сухуми, удивила их форма одежды, накрахмаленные халатики. Я не знаю, в этих условиях вот. Ну, работы, конечно, было очень много, раненых было очень много. Почему я туда попал? Во-первых, были проблемы. Ну, современная война, это раненые поступают в первую очередь травматологически. Поэтому травматологических больных было очень-очень много. И ребята нет, они не зашивались, они все знали, как выполнять свою работу, но вплоть до того, что раненые, очередь была. После того, как я провел несколько операций в самом госпитале, я был прислан с большими полномочиями. Я сейчас не хочу фамилии называть. Несколько перестановок провел. Это главный хирург фронта, главный хирург госпиталя и так далее. И после этого я проехал практически по всему переднему краю. Я с собой привез некоторые медикаменты. И я очень хорошо помню, когда я приехал в госпиталь Гургуля, но вот до меня с трудом сейчас вот доходит то, что я там увидел. Там они ампутацию делали обыкновенной садовой пилой. Вплоть до того было, потому что, понятно, у нас был недостаток медикаментов, аппаратуры, хирургического материала, а там еще меньше, конечно, было. И вот я проехал практически весь передний край, был во всех госпиталях, которые вне центрального госпиталя там были. Единственное, я помню, я не доехал до своего села, до Меркулы, потому что мы ездили на тракторе, заправляли трансформаторным маслом, и по дороге в Меркулу наш трактор встал. Это я говорю о Ткварчеле, и после этого приехал туда наш министр от России. После того, как я сказал о Ткварчале, хотел бы сказать о первых днях, когда я пришел в госпиталь Гудауду. Вы знаете, я очень этому удивился. Я был на передовой, и не сразу я попал в госпиталь, а когда попал в госпиталь, это уже был настоящий госпиталь. Это не больница была, это был госпиталь. И вы знаете, структура, наверное, мои товарищи говорили о структуре госпиталя. Вот структура была построена по законам военного времени. А ведь никто из них не являлся военным врачом. Все по книжкам, методом тыка, что-то получалось, что-то не получалось. Но когда я пришел, весь госпиталь работал как единый механизм. Без больших сбоев. Я помню, были большие склады гражданской обороны, и мы сами вскрыли их, и очень много для нашей работы оттуда достали. Конечно, в Ткварчале было намного сложнее. Было очень намного сложнее, вплоть до того, что там не всегда был свет. И мне с большим трудом удалось найти еще один генератор. И после того, как этот генератор привезли,
более или менее со светом стало хорошо. Я никогда не забуду, как мы оперировали под светом вот шахтерских лампочек. Самое интересное, что этот год вот для нас, для всех, которые там находились, он быстро очень пролетел. А вот когда прошло какое-то время, вот прокручивали каждый день нахождения там, и казалось, что это время никогда не закончится. А сложности, да там на каждом шагу были сложности, буквально на каждом шагу. Мы все медики, не только врачи, все медики хронически не высыпались. Ну, вот что-нибудь вспомнить хорошее, это только часы затишья. Мы как-то собирались все в одну кучку, разговаривали между собой, наверное, вот это. А все остальное было очень трудно. Конец войны я помню, как мы приехали в Сухум. Мы все думали, что да, конец войны, и мы элементарно отдохнем физически. Но нет. Еще несколько лет для нас война продолжалась. Все это время, вот, извините, мои дети как выросли, я и не видел. В общем. Потому что если я один раз в неделю попадал домой, и то чаще всего в 2-3 часа ночи подъезжала машина снизу, кричали, где здесь доктор живет. И вот так продолжалось, наверное, лет 5. Пока пришли молодые ребята, которые закончились, пока мы организовали полноценное отделение, продолжалось это. Это огромный праздник для нас, и вот все те ребята, которых вы сегодня показали, мы каждый день Победы собираемся вместе. И вы знаете, я немножко удивляюсь тем ребятам, которые вроде вместе и войну прошли, не вроде, а правда прошли огромную, тяжелейшую войну. Вот они как-то редко встречаются. Я знаю своих друзей, а вот мы, если мы 2 недели раз не собираемся, ну это... И сразу перезвоны начинают. Что случилось? В чем дело? И этот день, он будет всегда для нас великим днем. Я никогда не забуду. Я ухожу на работу, и в песочнике играются дети. И мои дети там были. И вот они стаканчики маленькие наполнили песком и говорят за ушедших. В Афонской больнице эвакуосортировочный госпиталь. Значит, да? Там создалась большая операционная одна и 2 маленьких операционные. 11 октября первая группа врачей гагринских, и для нас такое это было праздником, для афонцев, приехали с Гагры. И, в общем, и с этого дня начали организовывать операционную и перевязочную. Тогда возникли у меня мысли о том, что такая ситуация была напряженная, а вдруг, если прорвут оборону и все, но медицина должна работать до последнего, то есть оказывать помощь раненым. И тогда возник вопрос о создании госпиталя резервного в селе Нухба. Поехал я, посмотрел, обследовал этот район. Значит, в будущем очень большую роль в организации, да, передовой сыграла Виктория Хашик. Поехали, выбрали хорошее место. Значит, в стенах школы просмотрел, там и спортзал, там огромный спортзал. Ну, то, что можно было здесь организовать, тоже хирургически. Так. Женю Гурунян, я помню, вот, да, ее отвозили, и она там готовила 2 операционные и несколько перевязочных для резервного госпиталя. Когда, значит, приехал, значит, и сказали, что обожглась, да, Женя Гурунян. Значит, она стерилизовала, значит, хирургический инструментарий. Есть своя методика, когда они там работают,
нужно было добавлять там эфир, и что-то вспыхнуло, и она обожгла себе глаз, и был глаз очень красный. Значит, и я был расстроен, увидя ее. Мы ее отвезли, я говорю, обязательно надо к глазнику, это было уже вечером. Ее отправил на машине домой. Приехали гагринцы, они продолжили эту работу, все сделали. Я помню первых раненых, которые доставляли, это Чкаду Лашу, так, с травматической, вот минно-взрывная. Ему оказали помощь. Потом второй был Гиви Камуговича сын, Даур, которого доставили. И я помню, когда и шла операция, Гиви Камугович подъехал. Хочется подчеркнуть это. И спрашивает, что там. Я говорю, травматическая ампутация ноги. Он жив останется? Я говорю, Гиви Камугович, да, он жив останется. А, тогда ничего. Вот, то есть вы понимаете как? Перед первой шромской операцией, значит, да, уже был подготовлен тыловой госпиталь, здесь внизу эвакуосортировочный госпиталь. Когда операция началась, время доставки было, но зная маршрут, это было очень как бы далеко. Нужна была операционная машина. Значит, кто-то мне подсказал, что она там перед Ишерскими поротами, там пионерлагерь был, что находится операционная машина. В общем, выехал я туда, познакомился с водителем. Значит, и эту машину дали для войны, как говорится. Я сказал, что она нужна вот в условиях горной местности. Он сказал о том, что эта машина имеет хозяина. Хозяин этой машины был, светлая память, Руслан Арденба. Это его была личная машина. Была машина ГАЗ-66, большая машина с операционной. Это военная машина была. Нужны были врачи-хирурги. И в этот момент я сидел в кабинете, озадаченный. Время уходило, вопрос надо было решать. И вдруг зашли с Северного Кавказа Анзор Гов, который приехал к нам помогать, врач-хирург, и Тимур Кабба. Зашли ко мне и говорят, мы видим, что вы озабочены, ездите, пропадаете, приходите, может, вы чем-то можете помочь? Можем помочь. Я говорю, ребята, значит, да, есть проблема, значит, уходят в горы, не на прогулку, наверняка там боевые действия, и это отдаленный очень район, доставка очень длинная, и нужна им квалифицированная помощь. И туда нужны 2 хирурга. Они говорят, а мы поедем. Я говорю, ребят, давайте так, выйдите, подумайте и зайдите, потому что там опасно это все сопряжено с опасностью для жизни. И я так и там охарактеризую эту ситуацию. Двери закрылись и открылись. Они зашли, говорят, а чего нам думать? Я помню, взял одного, обнял, и другого обнял, приподнял. Я говорю, вы красавцы, вы молодцы. Поутру боевые действия начались, и они уехали в Шрому. Очень было много раненых, были и погибшие. И я помню время доставки, там более 10-12 часов, еду в штаб, говорю, что там за ситуация, идут бои. К сожалению, там, значит, ситуация очень сложная. А где раненые, где раненые? То есть мы их ждем. И, в общем, я помню даже бригаду во главе со своим братом, уже готовые были 2 операционные, отправил в это село Анухово. Значит, но там что-то не сработало, все не знали о том, что там может быть госпиталь, и всех начали везти в Афон. И когда вот привезли в Афон, были грузовые машины, там матрасы, на них эти раненые, куча раненых. И одновременно, я помню, в тот день бомбили дом Владислава Григорьевича, там была охрана, оттуда немало раненых тоже привезли. И, значит, была вот суматоха, и я понял, что нужно искать другое. То есть, да, и удалось 3, которые были тяжело ранены, 2 в легкие и 1 в живот.
их спасти, им успели оказать в этой операционной, это лотерея, кто туда попал, остальных мы отправили в Гудауту. Эти трое остались живы. И после вот этих боевых действий я понял, что нужно создавать госпиталь. По Афону проехался и лучшим местом посчитал монастырь, наличие толстых стен, значит, ну и там храм еще боженька, думаю, не будут они все же вот это святое место обстреливать. Значит, и о своем предложении сказал Утару Владимировичу. Первый раз они мне отказали, не скрываю. Значит, я помню, тогда расстроился. Я говорю, если на вашей совести будут те, которые все равно война не закончится, все равно нужно будет здесь создавать. И буквально через некоторое время возникла необходимость в создании этого госпиталя. Второй раз я позвонил, я говорю, Утар Владимирович, но я уже не по-абхазски, а письмо подготовил, аргументированно, говорю, если вы мне не даете добро, всю ответственность беру на себя. Значит, и буквально за несколько дней вот этот коллектив, да, афонский, гагринский, о Гагринском я мало сказал, вот получился симбиоз. В Афоне не было то, что не было в Афоне, было в Гаграх. Да, в Афоне были квалифицированные медицинские сестры, а потом в ходе войны, я в этом убедился, врачи-терапевты, работники скорой помощи неотложной. Ну, были только медсестры, а врачи-хирурги, врачи-анестезиологи, операционные сестры, реанимационные сестры, сестры-анестезистки, все было это в Гаграх. Все за 3 дня, и мы были готовы к 7 ноября, то есть 11 октября гагринцы, первая бригада приехала, вахтовым способом были, по 2 по месяцу, потом другая бригада приезжала. Значит, и к 7 ноября госпиталь был открыт и готов к приему раненых. И вы знаете, после ноябрьская шромская первая операция, это было до 7 ноября, этот госпиталь, я после, видя, что он необходим, пришлось создавать позже, но я считаю, что вовремя был он создан. И действительно, ее история госпиталя очень значимая. Потом уже спустя время, оглядываясь назад, приходишь к выводу, что он крайне был необходим, и благодаря нему были спасены десятки, сотни жизней раненых. Запомнились моменты, потом январская наступательная операция, значит, да, я ее так называю, которая началась и остановилась. И практических раненых не было, там был снег большой, только доставляли трупы. То есть, да, госпиталь вот как бы поработать не смог. Потом уже вот мартовская операция. К мартовскому наступлению мы были готовы как никогда. Эвакуосортировочный госпиталь, полностью укомплектованный хирургический госпиталь. Все было задействовано. Значит, и мартовская операция была я имею в виду по количеству убитых и раненых. Да, по количеству раненых, но июльская операция, а по количеству убитых мартовской операции больше всего было убито. Вы тоже эти цифры все знаете. Да, во-первых, были все с переохлаждениями, комбинированными ранениями, плюс еще эти переохлаждения, и боролись. Вообще задача была бороться за жизнь каждого раненого. Ну, что мы и делали, да. Все делали возможное, невозможное. Благодаря этому была высокая статистика выживаемости. Да. Дальше за этим уже там следует. Да, и вот в этот период и госпиталь передвижной был задействован. Самых тяжелых раненых выгружали, отгружали. На вокзале был транспорт, то есть, да, чтобы до Гудауты время не терять. И самых тяжелых оперировали в Новоафонском военном госпитале. Следующие операции еще более подготовленные были. Значит, уже перед июльской наступательной операцией, да, если была задействована от Верхнего моста магистраль до Нижу, да, нижняя вот эта Ишера, то была, я ее именую, северная
медицинская служба. То есть это район дачи перед наступлением на Шрому и все остальное. Июльская наступательная операция, она по количеству раненых была больше, чем и мартовская, потому что было очень много минно-взрывных ранений, но легких. Были и тяжелые ранения, понимая, что был обстрел Нового Афона постоянно. К июльской операции полностью, значит, перевели хирургическое отделение в подвалы, чтобы даже при обстреле могли врачи выполнять свою работу. Было до 1000 мешков, которые были по 100 килограмм, вот эти заложены все окна. Взрывались снаряды, все, но хирурги работали на месте круглосуточно. В сентябрьской операции там тогда разделились. Была северная часть медицинской службы, которая шло с Каман, значит, и отсюда вот эта верхняя магистраль и нижняя. Но сыграла в основном, поезда не понадобились, в основном работа и шла по Верхнему Местинскому мосту, раненых вот оттуда вот доставляли. Договорились, что когда город возьмут, встретиться во второй больнице. То есть, да, я помню, так и произошло в этот день, значит, когда уже освободили город. Значит, я помню, на Верещагино был командный пункт Соснолива, Султана Сасламбековича. Я помню, поднялся туда наверх, да, сказать ему о договоренности. Нам идти дальше, разобраться, не собираться, а может идти дальше уже за боевыми подразделениями. Я говорю, хотел вас спросить, значит, вот мы, когда в город возьмут Сухум, мы можем сосредотачиваться во второй больнице или же следовать за армией? Он говорит, ну вы очень много вопросов, я на них ответить не могу. Я говорю, я вас понял, буду действовать по обстановке. Совсем другая ситуация, все собрались здесь и определили, кто на транспорте будет следовать, да, будут идти войска и будут как бы оказывать помощь, я даже так сказал, на ходу. То есть останавливать и будут знать по трассе. И так оно и получилось, вот движение, вы знаете, такой маршрут победоносный, за короткое время до Ингура дошли, как бы, да, и была одержана победа. Да, и скажу, что вклад медицины в это действительно был большой. Хотел бы вот отметить, потому что это большая работа была, это целая служба была, это люди, их судьбы. Вот я хотел бы отметить именно врачей, сестер, которые работали, потому что если этой слаженной работы не было бы, да, организация правильная, но это люди, которые непосредственно на месте оказывали помощь. Огромная им благодарность. Коллектив Творчальской больницы блокированном, не имея доступа к пространству, скованные в медикаментах и все, и тем не менее они свою работу выполняли. Ребята, хирурги, которые в Очанчирах работали, при медпунктах, операции делали Даур Гургуля, Зурик Ачба и их коллектив, они коллектив Гагровской больницы, которые все вместе встали и вышли, на Афонском госпитале работали. Ну, естественно, головной Гудаутский госпиталь, это на базе больницы был создан прекрасный коллектив, прекрасные врачи, прекрасные эти были. Получилось, потому что была вот команда единомышленников. Это никто, военные дела мы же никогда не знали, мы их проходили в институте, а как таковой конкретно не сталкивались. Когда столкнулись, все начали друг у друга спрашивать, друг другу помогать, друг делать, создали службу, которая отработала. Спасибо Атару Владимировичу, и он возглавил эту службу. Самая его сильная сторона во всем этом деле, то, что он, собрав, он не стал им что-то навязывать, а стал прислушивать. Умел слушать и слышать то, что ему говорят. Это его самая основная заслуга. Валерий Алексеевич Аюзба. Замах у него был, тоже старший наш товарищ был. У него какой-то опыт организационной работы был, но военный тоже дело. Создал, сделал. Ну, война, тяжелое время, но самое благодарное время, потому что вся республика работала на нас, помогала нам. То, что мы хотели, нам ни в чем не отказывали. А послевоенный период еще сложнее был. Валерий Алексеевич Аюзба с нуля создал реабилитационный центр, и уже 30 с лишним лет он его возглавляет. И оно сегодня с нашими ранеными, с нашими инвалидами
Вот он эту работу продолжает. Вахтанг Владимирович, он возглавил после войны детскую больницу. Детскую больницу, которую хотели закрыть, убрать, здание не по назначению пустить, отстоял. Поэтому мы сегодня имеем детскую службу организованную. Лев Заабетович, извините, Афонский госпиталь, который он создал, вначале тоже не все хотели. Он сумел его продавить, пробавить. Врачи Гагровской больницы приехали туда. Это сотни спасенных жизней. И тысячи прошедших тех, которых они реабилитировали, поставили в Зураб Бессонович, который создал травматологическую школу в наших условиях. Его воспитанники сегодня уже воспитывают новое поколение. Главный этот, как зав. Отделения об этом говорил, Зураб Бессонович, который у операционного стола, спасая больного, выходил с операционной, в него стреляли и убивали. Это после войны было. В него стреляли, его ранили. Он после операции вышел, а там неадекватные были родственники, с него стреляли. Зураб Бессонович, который, вы меня извини, но наш обезьяний питомник, институт, который он его оживил. Это вот сегодня они получили новый импульс. Это масштабность. Саид Николаевич Лакоба, его сегодня нет, он наш самый старший по возрасту был. Это человек, который возглавил военный санаторий. В те времена, когда мы были закрыты, первый самолет, который прилетел с Батуми, летал в Москву, он его, через министра обороны России, он его сюда посадил. Приезжали наши люди, имели возможность вылетать в Москву. Саид Николаевич Лакоба, который ни одна российская организация здесь, которая была, она здесь налоги не платила. Он их, свою организацию полностью заставил налоги платить. А в то время, когда у нас экономики не было, это вот самое было. Я к чему это говорю, что команда единомышленников, и причем это вот плеяда организаторов здравоохранения. Те, которые... Там медицина, она была в зачаточном состоянии, у нас мало что было. Они ее сохранили, они ее принесли, а сегодня уже, когда появилась возможность, стали вкладывать, стали строить, ремонтировать и делать. Вот это основная их заслуга, особенно послевоенная история. Но война, это естественно, это жизни людей спасет.